Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 11 по 17 мая для козерогов. Посмотрим, какие события будут у вас на этой неделе. Будем подсказывать из цыганской колоды. Основная карта — старший аркан Солнце у козерогов. Очень важная неделя для того, чтобы решать какие-то важные вопросы, связанные с работой, с недвижимостью, связанные с отношениями, с детьми и так далее. Карта Солнца вообще очень оптимистичная. Она обещает и выигрыши какие-то, и приход денег, и подарки. Так, вот я смотрю, что здесь больше у нас имеется в виду. Карта говорит о том, что, скорее всего, на этой неделе вы, наконец, решите вопросы, связанные с финансовой стабильностью, чтобы вот ни вам, ни вашей семье ничего не угрожало. Может быть, вы будете предпринимать какие-то решительные действия, как-то очень настойчиво действовать, и вот добьетесь своего. Кроме того, здесь очень много будет вопросов, связанных с детьми, может быть, с их обучением, может быть, там покупка одежды, покупка того, что необходимо для, допустим, обучения. В общем, все, что связано с детьми и их развитием, будет важно. И вообще какая-то неделя результативная очень. Дальше посмотрим, что будет еще у козерогов. Старший аркан — повешенный. То есть будут какие-то ситуации, когда вы не захотите решать вот то, что назрело. Либо, может быть, не время еще, а может быть и даже промедление, которое не нужно. Мы сейчас посмотрим. Да, карта говорит о том, что нужно двигаться, нужно обновлять свои контакты, нужно обновлять свое дело. В общем, нужно ко всему новому стремиться, к переменам, а вы здесь стараетесь как-то избежать этого. Может быть, даже впадаете в какую-то зависимость там, от еды, от алкоголя. Может быть, кстати, вот по этой карте очень часто бывает просто недомогание, да, может быть, лечитесь, стараетесь выздороветь как можно быстрее. Может быть, карта будет говорить о том, что вы работаете ночью, или, может быть, работаете один там на всю семью, допустим, да, или, может быть, решаете какие-то вопросы, связанные с заграницей, с поездками, которые вот в другие страны, или, может быть, с визами, да, может быть, решаете вопросы с людьми, которые далеко от вас сейчас находятся, как-то стараетесь повлиять на это, на их положение, да. Карта связана с прошлым. Может быть, какие-то люди из прошлого, и вы стараетесь либо вообще избежать с ними общения. Если это не получается, то вот приходится вам с ними общаться. Это, может быть, совсем даже и не хочется, да. Кроме того, здесь карта может говорить еще о том, что если, допустим, была какая-то болезнь серьезная, тут прямо даже вот выздоровление скорое. Если вы находились в каких-то закрытых учреждениях любого типа, тоже здесь скоро будет уже возможность их покинуть. Так, может быть, будете просто очень сильно сосредоточены на своем каком-то деле, да, вот ради которого вы так стараетесь, и просто там света белого не видите, только и делаете, что работаете, да. И тем более у нас карта Маг еще выпадает. Она говорит о том, что вы, скорее всего, здесь будете стараться влиять на людей. Эта карта связана с властью, когда мы, знаете, можем указывать другим людям, что делать, как быть, когда мы распоряжаемся там финансами и другими средствами, когда мы делаем какие-то покупки, допустим, может быть, что-то для лица, да, то есть там очки покупаем, или, может быть, что-то, какие-то украшения, которые вот видно, вот которые именно на лице, да, там сережки, может быть, косметика какая-то или еще что-то такое вот для женщин. Кроме того, здесь у нас еще может
канцелярские принадлежности, еще что-то такое. То есть даже по мелочам можете здесь какими-то покупками заниматься. Кроме того, здесь могут решаться вопросы, связанные с назначением на новую должность, допустим, с властью, да. Может быть, вы будете диктовать кому-то условия, может быть, это ваша семья, или, может быть, вы начальник на работе, да, и вы контролируете процесс. Так, что еще здесь может быть? Может быть, какие-то новости, да, которые вот позволят вам как раз победить, да, в какой-то очень важной для вас ситуации. Так, может быть, кстати, вот эта карта очень часто связана с ключами и флешками, да. Может быть, кто-то терял ключи, найдет или флешку, или, может быть, кто-то будет там менять замок дверной. Ну, в общем, что-то такое тоже может быть, вот какие-то мелочи, которые беспокоят и без которых вот нельзя обойтись. Карта говорит о том, что мы можем заниматься, может быть, ну, может быть, ваша работа связана с логистикой, либо вы заказываете что-то через интернет, и вам должны это привезти, вот покупки, да. Может быть, какие-то, может быть, какие-то поездки, не такие уж далекие, но все-таки очень важные для вас, что-то с транспортом связано. Может быть, какая-то идея очень важная вам приходит, и вы можете вот здесь вот ее очень успешно реализовать. Что еще у нас для козерогов важно? Четверка жезлов. Карта, которая указывает на какую-то очень такую серьезную, важную победу. Знаете, вот мы что-то сделали очень такое значимое, и после этого мы, ну, как бы берем такой тайм-аут, отдыхаем, наслаждаемся жизнью, празднуем это в кругу близких людей. И здесь может быть все что угодно. Если это отношений касается, то это свадьба, юбилей, это какое-то очень важное там решение, ну, допустим, там рождение ребенка, да, появление ребенка на свет, или, может быть, приобретение недвижимости, что-то тут связанное с домом тоже имеет значение. То есть очень важные какие-то вопросы для нас, которые вот еще долгое время будут на нас влиять. Может быть, мы берем ответственность на себя, и еще потом долгое время она на нас будет. Четверка жезлов – карта, которая говорит о каком-то удачном завершении. Причем это все очень стабильно, это надолго, и это радует. Да? Четверка жезлов. Четверка жезлов. Это вот все-таки больше у нас связано с деньгами, с тем, что у нас там в доме вокруг нас, да, что нас окружает, там какие картины висят, какие шторы, какие там, какая мебель и так далее. То есть вот может этого касаться. Может быть, это какая-то стабильная работа, когда вот мы вот обеспечены и даже ни о чем не переживаем. Может быть, это что-то связанное с переменами, ну, допустим, в нашем жилье, может быть, переехали мы в какое-то более лучшее помещение, или это покупка дома, или, может быть, нам удалось отложить какую-то хорошую сумму благодаря какой-то сделке, и мы чувствуем себя защищенными, или какие-то ценные вещи покупаем. В общем, карта, которая говорит о таком нашем очень комфортном существовании. Вот именно на этой неделе мы можем как-то закрепиться в этом положении. Теперь для отношений. Те, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что у вас совершенно все меняется. Скорее всего, у вас тут будет несколько знакомств на этой неделе. Скорее всего, вы будете, может быть, на работе знакомиться, либо это будет человек, который вам в чем-то будет помогать. Может быть, там будет искать для вас там покупателей или еще что-то такое. Также карта говорит о том, что вы, как бы на ваш выбор никто не будет влиять, вы сами будете выбирать из тех людей, с которыми вы познакомились на этой неделе. Для тех, у кого есть пара, карта говорит о том, что в отношениях идет какое-то обновление, в отношениях очень искренность как бы высоко поставлена у вас, да,
И также карта говорит о том, что, может быть, ваш партнер нуждается в заботе на этой неделе. Также карта связана с детьми очень часто, когда мы о них заботимся и как бы друг на друга у нас мало времени. Эта карта может быть связана также с каким-то незрелым отношением друг к другу, когда мы вот требуем к себе внимания, да, а сами, может быть, его не отдаем. Тоже вот здесь вот нужно быть осторожней. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что может быть такое вот двойственное развитие ситуации. Либо вы помиритесь, и ваши отношения настолько улучшатся, что как бы к этой ссоре вы больше не будете возвращаться, либо здесь даже могут прекратиться отношения. Так, давайте посмотрим, как лучше здесь поступить. Ну, вообще карта рекомендует даже и закончить отношения, потому что, ну, видимо, они вам вредят только. Может быть, ваш партнер вас отверг, или, может быть, он там вас не любит так, как вы хотели бы. В общем, знаете, такая какая-то эмоциональная отчужденность, и для вас, может быть, это даже было чем-то неожиданным. Вы наверняка не думали, что это так. Но вот карта рекомендует, что если вот человек так по отношению к вам себя проявляет, лучше с ним расстаться, не мириться даже. Теперь для работы. Те, кто в поиске работы, у нас карта говорит о том, что это либо работа на дому удаленная, дистанционная, либо это свое дело какое-то, либо это семейный бизнес. Теперь для тех, у кого уже есть работа, опять же, карта, связанная с комфортом, может быть, это и дом тоже, может быть, это просто очень приятное дело, которое вы очень любите и с удовольствием им занимаетесь. Но в любом случае вам здесь очень хорошо, вам везет. Также карта может говорить о том, что вам, может быть, приходится по роду вашей службы заботиться о других людях. Да? То есть для вас это норма, и вы это как бы принимаете так, как должно. Для тех, у кого свое дело, семерка бубновая говорит о том, что будет очень много телефонных звонков, каких-то переговоров, встреч, может быть. В общем, на первый план выходят связи, общественные связи, контакты между людьми и так далее. То есть вот эта неделя, она вот как-то сконцентрирована именно в этом ключе. А для тех, у кого зарплата, король трефовый говорит о том, что, возможно, пока что непонятно, будут вовремя, допустим, деньги или не будет, в каком количестве. Может быть, вы боитесь, что, допустим, вам не будет выплачена зарплата в такой мере, на которую вы рассчитывали или по договору, да. Может быть, такая вот переменчивая ситуация, может быть, говорят то одно, то другое. То есть пока что непонятно. Давайте посмотрим еще одну карту. Ну, знаете, действительно, пока не стоит об этом думать и верить слухам. Ситуация еще пока что не определилась. Но, скорее всего, разговоров по поводу нее очень много, пересудов разных, слухов и так далее. А может быть, действительно, даже как бы зарплата уменьшится, вот то, чего вы боитесь, может осуществиться. Но это не значит, что как бы сейчас стоит об этом думать. Потому что все равно ситуация пока еще не ясна, еще пока что неопределенность. Так, может быть даже... Вот смотрите, карта говорит о том, что если даже вот зарплата уменьшится, не нужно ссориться с руководством, не нужно доказывать как-то свою правоту, потому что можно навредить только себе. То есть не время сейчас как-то агрессивно себя вести. А теперь для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что будут, скорее всего, денежные подарки какие-то. Может быть, вообще карта говорит о том, что для вас наступают, наконец, счастливые времена вот в плане финансов, улучшение ситуации. Если, допустим, были какие-то проблемы, то
они заканчиваются, и какие-то вот желания по поводу финансов у вас здесь осуществляются. Может быть, вы покупаете то, что хотели давно, может быть, подарки какие-то получаете, может быть, кто-то из ваших близких, ну, как получает какую-то сумму хорошую, да, и это ваши общие доходы. Совет. Восьмерка бубновая говорит о том, что нужно готовиться в общем, нужно готовиться к чему-то новому. Очень скоро какое-то значимое событие будет, которое полностью вашу жизнь поменяет. И также карта говорит о том, что не нужно бояться решать проблемы, потому что если вы все-таки проявите активность, то удачно все разрешится. Также карта может говорить о том, что сложная ситуация какая-то может разрешиться очень быстро. И так как это карта совета, то вот нужно рассчитывать как раз на то, что все ваши проблемы закончатся. Нужно только вот приложить некоторые усилия. А так вам сама судьба помогает в этом. Друзья, желаю прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.